Восстановительные работы разрушенных многоэтажных объектов идут согласно графику. Ремонт ведется как снаружи зданий, так и в подъездах. Хочется, чтобы закипела жизнь, чтобы люди вернулись. Потому что мы тут жили как родные все. Конечно, хочется лучшего, чтобы магазины работали как прежде, и больницы, и аптеки, все. Чтобы город ожил. Дети тут выросли, родителей похоронили, кладбище здесь. Хотелось бы к ним ходить, могилки убирать. По словам женщины, с момента окончания боевых действий город существенно изменился в лучшую сторону. Вон, отстраивают дома. Вот я иду и рот раскрыла, смотрю и окошечки, и балкончики уже это самое. Все так чистенько, территория чистая, убрана все. Но все же сразу не сделаешь, постепенно, потихонечку. Но видно, что работа идет. В свою очередь, горожанка Марина Семенюта сообщила, что строители в ускоренном режиме восстанавливают 6 домов, чтобы переселить людей из подвалов. По ее словам, уже налажены междугородние перевозки и открыты магазины. Но у местных жителей все еще нет электричества. Нам нужно электричество. Вот это в первую очередь. Когда мы здесь находились в 22-м, с 22 по 24 год, мы думали, господи, если перестанут стрелять, вот это вот все, мы выживем. Теперь уже хочется большего. На днях вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что один из кварталов Авдеевки в скором времени снабдят водой и электричеством, после чего составят план последующих восстановительных работ в городе. В июле глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко сообщил, что в Авдеевке в первую очередь восстановят 247 домов частного сектора.